Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, сегодня у нас последнее новолуние зимы. Прекрасный, чудесный день для того, чтобы узнать свое будущее. И еще я для вас приготовила свечу желаний. Свеча у меня намоленная, начитанная. И еще я ее по специальной технологии обрабатывала специальным масличком, которое усилит ее энергию, почистит и укрепит. Загадывайте свое желание, самое несбыточное, самое сокровенное, да, самую хрустальную свою мечту. И знайте, эта свеча поможет в исполнении или ускорит, да, если желание вам по судьбе. Сколько гореть она будет, я не знаю. Я буду каждый раз вместе с ней записывать видео. Пока она горит, смотрите на огонек и повторяйте свое желание в реальном времени. Так, давайте я ее сразу зажгу, а вы загадывайте свое желание. Настраивайтесь и загадывайте. Так, свеча горит. Хороший знак. Вот смотрите, если вы загадываете желание, либо проводите какие-то обряды, чистки, ворожите, и у вас свеча тухнет. Послушайте, это значит запрет, блок. Вам этим заниматься нельзя, либо в данный период времени ваша энергетика, она, скажем, не готова, да? Не хватает сил, не хватает возможностей. Запомните, это очень важное правило, которое поможет вам добиться успеха, да? Либо реализовать все свои задумки. Так, свеча горит. Давайте я назову тему сегодняшнего гадания. Последнее новолуние зимы. Какие перемены запустит в вашей жизни? Загадайте на себя, либо просто смотрите мое видео, да, смотрите на свечу и думайте о своем желании. Так, убираю назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самое важную, нужную и полезную информацию. У вас все перемены практически связаны с людьми. Люди, общение, коммуникация. Давайте пойдем по порядку. Начнем мы с вас, потому что четко показали вас. У вас появится легкость. Здесь у меня человек, видите, с крыльями бабочки. Вы будете порхать по жизни. Возможно, у вас в данный период времени есть проблемы со здоровьем, есть проблемы, скажем так, с психическим вашим состоянием. Возможно, проблемы с какими-то вещами, делами, ситуациями, людьми. Да? Есть какая-то тяжесть. Вот новое полнолуние принесет вам облегчение, развязку, окончание каких-то тяжелых состояний, положений в вашей жизни. Порхать начнете легко, все будет легко даваться, и настроение повысится, и общее состояние, и тонус. Значит, замечательная картинка, вот вас показали. Ни о чем не бойся, ни за что не переживай, тебе идет помощь, тебе идет энергетика, будешь ощущать себя, словно бабочка, да, порхая с цветочка на цветочек. Дальше. Здесь у меня два человека с цепкими руками. Они вам все время как тройку либо предлагали, либо навязывали. Тройка — это коммуникация, это дружба, это сотрудничество. Кстати, вот работа по найму тоже подходит. Может быть, навязывали какие-то свои услуги, либо вас куда-то там заталкивали, подталкивали. Как-то вот они на вас пытались, вернее, да, а может быть и уже как-то влияли. Это было негативно для вас, деструктивно, негативно. Новолуние высветит этих людей, их цели, их намерения, вот эту подноготню вскроет, да? Потому что люди не очень хорошие, непорядочные. Один из них вообще какой-то человек оторви и выброси, да, голова дырявая. А второй человек,
Ну, шкурный, да, всегда действует в своих интересах. Вот, про этих людей либо вы информацию получите, либо люди сами себя выдадут какими-то неосторожными действиями, словами. А здесь идет высветление дурных намерений, как желание вас поюзать, да, либо как-то вас использовать в своих целях. От этих людей вы избавитесь. Да, откроются глазки на этих нехороших людей. Дальше. А здесь у нас восьмерочка перевернутая. Перевернутая восьмерочка говорит о том, что вы занимались чем-то не тем. Либо как работа вам не подходила, либо какое-то начинание ваше, ну не совсем вот, как бы помягче это сказать, да, не совсем ваша тема, да, либо вы бы там не добились успеха. Вы тратили силы, у вас прям планы, намерения, вы вкладывались и физически, и морально, и как только не вкладывались, да, кто-то и материально очень сильно вложился. И вот наконец-таки поймете, не тем я занимаюсь, не на то я трачу время, не туда я вкладываю свои кровные денежки. Смотрите, на полпути. У кого-то, кстати, и начало, у кого-то уже даже какой-то определенный этап пройден. Вы пересмотрите либо стратегию, либо действительно вид деятельности. Вот прям как отрежет, скажете: ой, нет, не то делаю, не тем занимаюсь. Это вас спасет на самом деле. Спасет от очень большого разочарования, либо от даже вот серьезных денежных затрат. Смотрите, придет мысль в голову, что надо бросать то, чем я занимаюсь, поблагодарите высшие силы. Поблагодарите сами себя, свою интуицию, поблагодарите. Вас спасают на самом деле, да? Спасают, давая вам понимание, что это не то, ну не ваше, да? Вот просто не ваше. Надо себя поискать в чем-то другом, и там вас ждет успех, это 100%. Так, с правой стороны у меня вышло одно большое ухо и человек невысокого роста, сгорбленная спина, либо очень сильно сутулится человек. Смотрите, этот человек обладает какими-то возможностями, либо какими-то очень ценными знаниями. Вам важно с этого человека выслушать, запомнить, записать, заучить те слова, те подсказки, либо те навыки, да, которые человек вам передаст. Вам, вы поймете, да, не сейчас, может быть, чуть-чуть попозже, вы поймете, насколько это судьбоносная встреча, насколько человек вот мудрый, опытный, и именно вам он раскроет какой-то очень важный секрет. Это то, что поможет вам добиться грандиозных успехов. То есть, используя эти знания, используя эту информацию, вы добьетесь каких-то феноменальных, да, грандиозных, феноменальных успехов. Слушайте повнимательнее, ничего не упускайте, не пропускайте. Поверьте, эти знания, они всю вашу жизнь перевернут к лучшему. Да, не одномоментно, да, не здесь и сейчас, но со временем, вот пользуясь, да, вот как знание, это как кирпичик, да, вы будете из этих кирпичиков выстраивать такое конкретное добротное жилище, да, свой новый мир, свой новый дом. Вот, прислушивайтесь к этому человеку. Встреча идет случайная, то есть случай вас подведет к этому человеку. Ну, как говорится, звезды сойдутся. Так, идем дальше. Здесь дороги. Ну, вот одна из дорог дальняя. Она перед вами открывается. Здесь так идет, да? Либо это дорога в прямом смысле этого слова, дальний путь, дальнее расстояние, либо это дорога в долгую, да? Новое начинание в долгую, новая деятельность, новая активность, новое знакомство, там, возможно, даже какая-то работа, да, над собой, возможно, да, это в долгую идет. В долгую очень успешно, и вы видите, дорога, она вверх поднимается. То есть результат очень хороший, очень положительный. Вторая дорога у вас покороче. И связана она, скорее всего, с вами, лично, персонально, либо с вашим окружением, с вашим домом. В эту дорогу, вернее, в этой дороге кто-то возвращается. Какой-то человечек вернется. Человечек, о ком вы думали, на кого вы загадывали, кого вы ждете, да, за кого вы переживаете. Человек возвращается. Опять же, дорога короткая, вверх смотрит, то есть прекрасный исход,
отношения замечательные, отношения на новом уровне, и вам это приятно. Да? И не только, кстати, вам, но и тому человеку, кто вернется. Так, идем дальше. Здесь у меня женщина, словно такая, знаете, богиня, королева, восседает на каком-то троне-престоле, и этот трон-престол держит мужчина на своих руках. Ну, шикарный знак для девочек, кто в паре, кто в браке, и кто страдал от того, что мужчина не уделял вам внимания, либо не заботился о вас, либо избегал серьезной ответственности, серьезных шагов и серьезных предложений. Здесь он вас подхватил на руки и говорит: милая, расслабься, успокойся, я все возьму на себя. Шикарно, девочки, шикарно. Вы наконец-таки этого добились. Так что, мои хорошие, выдыхайте. Теперь все будет по-новому, теперь все будет по справедливости и так, как вы хотели, да, либо так, как вам будет хорошо и приятно. Так, девчонки, кто совсем без отношений, кто уже тут расстроился, отчаялся, либо, в принципе, сам себе блок поставил, говорит: не хочу, не буду, не нужны мне отношения. Здесь, смотрите, котик вышел. Котик встал на задние лапки и целует вашу ручку. Новый поклонник, новый прекрасный, ласковый поклонник. Девочки, котик у ваших ног. Возможно, вы его котиком будете называть, а возможно, у него есть что-то котячее, да, во взгляде, например, либо в поступе. Очень милый человечек, очень галантный. Ну, целует ручку, девочки. Ну, целует. Кто вам когда целовал последний раз ручку? Вот вспомните, напишите в комментариях. Я лично вообще не помню. Так что, мои хорошенькие, будет за вами ухаживать, будет вас добиваться, тут окружит вас заботой, мурлыканьем и таки замурлыкает, мои хорошие, потому что ручку вы ему даете и сами на него смотрите. Так что, девчоночки, готовьтесь, прям начнутся новые отношения у вас. Ну, поклонник, вот он уже прям на задние лапки встал, то есть он вас знает, он за вами наблюдает, возможно, вы и знакомы, вот, начнет проявляться к вам. Так, идем дальше. Здесь у вас прекрасный дракон. Смотрите, какой классный дракон с хвостом таким длинным. И крылья такие у него. О, сильные крылья. Такой дракон высоко полетит. Кто у меня нуждался в работе? Вот вы хотели либо поменять работу, либо вы хотели найти работу. Кто-то просто хотел найти занятия по душе. Может быть, вы на пенсии, в принципе, ну, свою уже, как говорится, отработали. Вот, но вам скучно. Скучно дома, хочу чем-то заняться. Да? Вот кто у меня такой есть? Смотрите, дракон у вас с правой стороны. Дракон с длинными, широкими, такими шикарными крыльями, но сам по размеру еще как малыш. То есть это 100% начинание, новая работа, новое увлечение, новое предложение. Если вы серьезно этим займетесь, с большой ответственностью, с трудолюбием, с терпеливостью, с самоотдачей, то на вот этих шикарных крыльях вы взлетите очень высоко. То есть вас ждет успех, вас ждет признание и вас ждет полнейшая реализация в этом деле. То есть вы будете обрастать связями, знакомствами, клиентами, всякими там важными, нужными предложениями. Да? Это все у вас впереди. То есть вот этот момент новолуния, он вам даст возможность оседлать этого дракона. Да? То есть зацепиться за какую-то возможность, за какое-то увлечение, за работу, за работодателя. Вот, и вперед из песней. Не теряйтесь, не смущайтесь, знаете, не знаете, умеете, не умеете. Если чувствуете, что ваше, вот по душе, да, по душе, берите и занимайтесь. Будьте посмелее, будьте поактивнее. И летать вам на этих шикарных крыльях высоко-высоко. Да, и долго-долго. Так, у кого-то, кстати, в семье кто-то работу найдет, да, либо начнет чем-то заниматься. Дочь, сын, муж, брат, сват, человек, за кого вы переживаете. Да, прям суждено кому-то добиться успеха. Ну, хороший знак. Так, для тех, кто уже
чем-то занимается, работает, ну, как-то себя продвигает. Смотрите, я так вижу, что какие-то технологии именно, высокие технологии, там, опять же, компьютер, программы, там, нейросети, что еще может быть, да, вот открытия, да, какие-то, может быть, инновационные подходы. Вам нужно этим пользоваться. Тогда вы будете отличаться от других, то есть от таких же людей, как вы, ну, либо собственный бизнес, то есть конкурентов, и сможете очень шикарно продвинуться. У вас будет возможность, да, оторваться, либо вырваться из той среды, в которой вы сейчас находитесь. То есть какая-то уникальность, да, момент уникальности. Понятно, что уникальности, они у нас сугубо лимитированные, то есть могут продлиться только определенное количество времени, но это ваш шанс. Ваш шанс. Шанс заработать, шанс отличиться, шанс конкретно продвинуться. Так что не стесняйтесь, не бойтесь. Кто не разбирается в технологиях, мои хорошие, ну, в наше время все доступно. Даже если чего-то не знаешь, там есть туториалы, инструкции, все это можно почитать, посмотреть, там по полочкам раскладывают. Главное, чтобы желание было этим заниматься. Есть все получится. Так, ну а кто у меня занимается в сфере, особенно вот эти IT всякие, ну готовьтесь, прорыв стопроцентный идет. От вас потребуется громкость, то есть включить звук на полную, говорить о себе, выставлять свои работы, писать свои предложения по работе, как там CV, резюме, как проекты всякие свои показывать. И, пожалуйста, прорыв у вас вот прям уже в руках, можно так сказать. Так, идем дальше. Здесь какой-то человек очень плохо на вас влиял. Человек, ну, слишком близко к вам находится, и он вас как как в наручнике держал, да, знаете, как там в фильмах показывают, наручник у одного человека, там, например, у полицейского, и второй наручник у того, кого он задержал. Вот очень похожая ситуация. С кем-то вы были скованы, как на одной цепочке находились. Никак нельзя было вырваться от этого человека, оторваться. Поскольку человек вышел, ну, с плеткой, да, значит, от этого человека вы все-таки страдали. Кто-то физически, кто-то морально, душевно. Ну, гнет, давление здесь 100% ощущалось. Смотрите, у вас ключик появляется, вам дадут ключик, передадут ключик, либо вы сами там создадите, изготовите этот ключик. Появится возможность открыть этот браслет, да, наручник, и уйти от этого человека. Главное, чтобы вас не остановила привычка. Да? Вот знаете, иногда жертвы привыкают к своим этим мучителям. Я забыла, как это называется. Какой-то синдром. То ли стокгольмский. Ну, я, извините, не психолог. Да? Моих знаний не хватает. Вот просто помню, в голове крутится. Этот синдром у вас, значит, жертвы, которая привыкла к своему, значит, мучителю. Поэтому, мои хорошие, шанс у вас будет освободиться, получить волю, свободу, ну и жить своей жизнью. Вы все разные, да, у кого-то отыграются сложные отношения, там, муж непорядочный, у кого-то, например, там, привязка к родственникам, которые вас там держат, дрессируют, тренируют. Да, у кого-то отыграется привязка к какому-то работодателю, который вас там шантажирует, не отпускает, рабствовать заставляет. Да? У каждого по-своему отыграется. Главное, что появится ключик. А воспользуетесь вы этим ключиком, либо нет, это уже ваше решение. И, как говорится, остается за вами выбор. Но шанс освободиться у вас точно идет. Главное, не бойтесь. Главное, сами для себя поймите, что для вас хорошо, чего просит ваша душа. Вот. И верьте в себя. Очень часто люди, да, жертвы, вот их так всю жизнь тюкают, что ты там никто, ничто, там пропадешь, никому не нужный, не справишься. Человек со временем просто так уже о себе и думает, что, Господи, а кто я? Я никто. Я пропаду, я не справлюсь. Поэтому, мои хорошие, для себя определите, шанс, возможность у вас точно будет. Так, здесь у меня вышла женщина любвеобильная.
Она любвеобильна и с мужчинами, и, в принципе, да, в общении. Она любит там целоваться, прикасаться, обниматься. Знаете, вот люди разговаривают и дотрагиваются до собеседника. Вот такая женщина. У кого есть в окружении, знаете, что эта женщина себя выдаст с потрошками. Какой-то поступок, какие-то слова вас просто будет... Вас отвернет, и у вас прям на эту женщину, на ее даже имя будет рвотный рефлекс. Что-то вы про нее узнаете, либо прям увидите, да, что она творит. Девчонки, кто в паре, в браке, и это ваша подруга, либо, не дай бог, сестра, возможно, будет приставать к вашему мужчине, да, соблазнять, приставать. У кого-то сын взрослый, да, может и на сына вашего тоже там виды иметь. У кого-то отыграется, что она украла. У кого-то отыграется, что она прям все про вас рассказала, либо там грязью ваш дом, вашу семью оплевала. То есть идет какая-то гадость. Значит, женщину эту прощать нельзя. Она испорченная, просто испорченная. Вы, если копнете, наведете про нее справочки, не то, что она вам там всегда рассказывала, а вот поспрашивайте других людей. Это просто страх и ужас. Абсолютно испорченный человек. Я вижу, что у вас с этой женщиной будет как прощание, расставание. Ну и, честно скажу, да, не в лучшем виде это все пройдет. Ведь она так в лицо улыбается, а как вы ей правду скажете, так она и зубы может показать. Понимаете, и когти, и зубы. Поэтому будьте поосторожнее. Она какая-то шальная, и в голове у нее там не густо. Да, может прям позлодействовать. Даже что-то может напортачить, либо испортить вам на прощание. Так, у кого-то, кстати, отыграется, что это ваша невестка, девочки, да. У кого-то и невестка такая паршивая овечка, которая наконец-таки раскроет свою суть, да, все станет про нее ясно, и вот на прощание может напакостить. Так, здесь огромная птица. Птица, у нее правое крыло, ну просто какое-то объемное. То есть это не просто сообщение, новость, это еще и что-то материальное, да, какая-то посылка, какие-то документы, то, что можно в руках подержать. Очень приятно, и вот прям как открывает вам что-то, открывает, либо вы во что-то поверите, в кого-то поверите, либо человек вам, отправив эту птицу, докажет, да, докажет, что можно ему верить, доверять, что я вот такой человек, к тебе хорошо отношусь. И этот знак, он неожиданный, но очень-очень приятный. Так, еще. Какие-то хорошие изменения, перемены будут в вашем доме. Кто-то у меня будет переезжать с места на место, кто-то будет заниматься своим домом, улучшать, однозначно улучшать. Может быть, какие-то перестановки, мелкие ремонты, починка чего бы то ни было. Замена, да, каких-нибудь там стареньких, ну, не знаю, аксессуаров, допустим. Ну, идут одни сплошные улучшения. Помогать вам будет мужчина. Либо это ваш супруг, сын, либо, ну, найдется такой бравый помощник, который все сделает, в лучшем виде сделает. Это очень приятно. Так, еще с левой стороны, видите, мужчина в лодку садится и влево уплывает. Кто-то уедет. Уедет, отъедет, и вот, знаете, как приобщиться к самостоятельной жизни. Это может быть и сын, это может быть и брат, и это может быть также и возлюбленный, да, который, например, устроится на работу и поедет зарабатывать денежку. Поездка идет как-то неожиданно резко, да, либо вам сообщат как-то прям неожиданно, врасплох застанут. Но поверьте, человек отправляется за своей судьбой, за своим будущим. То есть ему обязательно нужно уехать для того, чтобы что-то получить, как-то себя проработать. Ну, какие-то блага, да, идут блага для этого человека в той поездке, в той дороге. Вы головой это будете понимать, а вот сердечку будет больно, потому что прощаться, ну, это всегда грустно, это всегда неприятно, особенно если любишь. Значит, отправляйте человечка, напишите молитвочку, иконочку с собой дайте, там какой-нибудь оберег, да, если вы, ну, владеете, либо знаете, где раздобыть, дайте, пожалуйста. И пусть человечек поезжает. Не жалейте, что человек едет. Поверьте, он едет за благами. Вот так открывается ему путь. Так, еще. Здесь, кстати, кого-то ждет как
Дорога назад, дорога обратно. Может быть, дорога в место, где вы раньше жили, проживали, либо с какими-то родственниками, встреча на их территории. Очень много ностальгии я у вас вижу, чувствую. Так, знаете, прям аж до слез идет. Может быть, вы прям долго об этом думали, планировали. Поедете. И такая вот трогательная у вас идет поездка, которая очищает сознание. Что-то поймете, о чем-то догадаетесь, что-то пересмотрите. Вот едет человечек такой задоренной головой, с какими-то ложными убеждениями, а возвращается вот прям такой полный сил. Человек, который переосмыслил какие-то моменты, открытый ко всему новому. Хорошая поездка, хорошая дорога. Обязательно поезжайте. Так, ну и тут желание вышло. Желание, звезда желаний. Она загорается над вашей головой. Мы не зря зажгли эту свечу. Вот я вам честно говорю, она поможет исполниться вашему желанию. Звезда у вас загорелась над головой. Значит, желание ваше, то желание, которое вы загадали, 100% исполнится. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всех вам благ. Всем пока-пока.